Ну, вот, собственно говоря, я так предлагаю. Михаил, вы избиратель. Давайте. Я сейчас чуть-чуть попытаюсь вам объяснить, как мы сейчас отрабатываем. Мы заходим в Центральную избирательную комиссию, но представляем... Ну, как будто бы на избирательный участок, участковый избирательный. У нас встречает волонтер, который проводит термометрию. Пожалуйста. Понял, да. Это мы привыкли все к этому, да, знаем. Да. Именно на входе. И если у вас хорошая, нормальная температура, вы проходите на участок. Понятно. Хорошо. Горделиво здесь коврик участок. Дезинфицирующий. После этого вы проходите, соответственно, контроль. Обрабатываете руки. Обрабатываем. Обработали. Вам выдается комплект перчаток. Навсегда, безвозмездно. Безвозмездно. Но мы, между прочим, предупреждаем, что можете прийти со своими перчатками и масками. Но если человек не принес, некоторые гордятся своими масками и перчатками. А здесь мы выдаем одноразовый комплект. Я, наверное, должен сюда уже в маске быть. Вот здесь я должен, наверное, уже в маске. Вы сейчас температуру, термометрию прошли. Вот вы здесь одеваете. А вот здесь маску. Сейчас одеваю. Ну давайте уж пойдем до конца. Значит, оденем. Да? Одел. Угу. Все, вы одели перчатки, одели маски, одели перчатки, одели маски. Вас спросили, есть ли у вас ручка. Если вы ручку свою не принесли, вам выдали одноразовую ручку. И вы, собственно говоря, это так вкратце, вы проходите уже к участковой комиссии для того, чтобы процедуру голосования пройти. Там уже все по традиции. Там нет. Не по традиции, опять же. Во-первых, мы четко разводим два потока. Те, кто приходят, те, кто уходит с избирательного участка. Во-вторых, дистанцирование 1,5-2 метра. Паспорт раньше. Вы присаживались к члену участковой комиссии, отдавали паспорт. Сейчас нет. Сейчас вы находитесь на расстоянии 1,5-2 метров. Да? Открываете свой паспорт, документ. И показываете его члену участковой комиссии. Понятно. Он рассматривает. На время, пока он сверяет вашу личность в паспорте с вами, вы немножко опускаете маску. Затем ее опять одеваете. Все. То есть паспорт, документы вы не передаете. Ясно. Давайте вот про 25 и 30 мы сейчас можем показать, как будет выглядеть голосование на дому. Избиратель получает комплект одноразовых перчаток, он получает маску. Ну вот примерно так. То есть это будет выглядеть. Да? Значит, соответствующим образом человек, мы позвонят, отойдут на безопасное расстояние 1,5-2 метра. 1,5-2 метра. Пакет. Да. Да, соответственно, на безопасном расстоянии гражданин забирает этот пакет, заходит к себе обратно в квартиру соответствующим образом. Достает перчатки, достает, маску, ручку. Надевает перчатки, надевает маску, достает ручку, расписывается в получении бюллетеней, там корешок есть, и непосредственно голосует. Эту бюллетень из квартиры он опускает в ящик, а все, что остальное, он опускает в специально прикрепленный пакет. Нет, это бесконтактное голосование. Вы прошли большой путь на государственной службе во многих сферах. Теперь здесь это тоже государственная служба. Но, тем не менее, что нового вы сейчас для себя здесь находите? Вы знаете, во-первых, это огромное доверие. И Центральной избирательной комиссии, и России, и Республики Татарстан, и президента нашей республики. И, безусловно, это огромный вызов. Личный вызов для меня. То, что раньше на обычной избирательной кампании происходило за 3 месяца, сейчас 3,5 недели. Время просто спрессовано. И поэтому я горжусь, что я участвую в этом историческом моменте. Это история российского масштаба, и это регулируется одними законами, да? Но самым важнейшим событием, которое произойдет у нас в республике в этом году, это выборы президента Республики Татарстан. Плюс мы выберем депутатов органов местного самоуправления, это практически 7,5 тысяч. 7,5 тысяч депутатов. И мы выбираем по Нижнекамскому округу депутата Государственной Думы. И мы выбираем по Елабужскому округу депутата Государственного совета. То есть фактически весь спектр избирательного процесса. Я вам так скажу, что я жаловался вам до этого, что нет времени, и что вот сейчас вот все 3 недели. Вот эти все процессы, подготовка к ним идут. В этом и проявляется профессионализм нашей избирательной системы Татарстана. Даже карантин, даже вирус не может остановить всех
процессов, которые происходят в обществе. Да, мы можем немножко насторожиться, мы можем немножко на изоляцию уйти, но, наверное, мы от этого становимся сильнее. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.